Правительство России должно создать в стране Центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными. Такое поручение дал президент Владимир Путин. Новый центр должен будет заниматься обобщением и распространением лучших наработок, существующих в этой сфере, а также подготовкой предложений по совершенствованию соответствующего законодательства и правоприменительной практики. Доклад по этому вопросу глава государства ждет до 1 апреля текущего года. В России создан научно-технологический центр развития МРНК-технологий, на основе которых будут создаваться инновационные лекарства, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Центр будет функционировать в форме объединения, и в его состав войдут 17 научных организаций. Главной организацией нового центра станет Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Центр будет обеспечивать комплексное развитие направления по разработке и производству инновационных препаратов на основе МРНК-технологий для лечения и профилактики различных, в том числе тяжелых заболеваний. Микропредприятия, работающие в сфере строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, а также санаторно-курортных услуг, смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки, сообщили в правительстве России. Решение позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ритейлеров и гостиничную отрасль, отметили в правительстве. Зачастую проекты в этих сферах реализуются на базе отдельных специально созданных организаций, которые могут быть отнесены к микропредприятиям. Таким предприятиям выгодно брать кредит по плавающим ставкам, поскольку в этом случае процентная ставка будет ниже рыночной из-за риска ее возможного повышения, подчеркнули в Кабмине. Минздрав России разработал новый порядок создания и деятельности врачебной комиссии в медучреждении, который придет на смену предыдущему регламенту, действовавшему с 2013 года. Новый регламент значительно расширяет и уточняет все обязанности данной структуры. В задачи комиссии включили, например, разработку и внедрение мероприятий, направленных на снижение заболеваемости и смертности в медучреждении. Кроме того, она теперь должна будет рассматривать все жалобы пациентов стационаров и отслеживать телемедицинские консультации. Заседание комиссии будет по-прежнему проводиться не реже, чем раз в неделю, а ее решение будет считаться принятым, если его поддержало 2/3 членов. Учащиеся школы номер 2 города Карабулака приняли участие во всероссийском конкурсе «Новые искатели» и выиграли грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию проекта «Парк имени Суламбека Асканова. Отдых для каждого». Проект был разработан ученицей 11 А класса Лайлой Бесаевой и вошел в число 100 лучших проектов. Продолжается прием заявок на 5-ю международную премию «Экология. Дело каждого». В конкурсе могут принять участие дети, молодежь и представители старшего поколения, проживающие в России и за рубежом. «Экология. Дело каждого» – это премия Росприроднадзора за интересные, нестандартные, креативные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды и бережного отношения к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры. Заявку на участие можно оставить на сайте «Экология. Дело каждого.рф» до 1 апреля. Мошенники создали поддельный сайт Wildberries, чтобы получить доступ к личным данным аккаунтов пользователей маркетплейса, сообщили в МВД. Мошенники предлагали жертве авторизоваться в аккаунте маркетплейса и предоставить им доступ к личному кабинету. В пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС сообщили, что ресурс, о котором говорится в сообщении МВД, был незамедлительно выявлен и заблокирован службой безопасности маркетплейса. Накануне аналогичную мошенническую схему провернули злоумышленники с сайта маркетплейса Озон. На сайте предлагали получить промокод на 10 тысяч рублей в честь дня рождения, но для этого нужно было связаться через WhatsApp с мошенником, который представлялся личным менеджером.